Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Сегодня 25 декабря 2020 года. С вами снова я на канале Reality. Орти Аслан. Поехали. Так, всех приветствую. Еще раз. Просто Магомада, Алейксон, Адуда Влютюк, неуловимый Джо, Нохчи Нох, Фортол Ровто. Ханиф. Мне не писать. Чечня не Россия. Юрий Перец. Давид. Секрет Трамптер. Алекс А. Максим Господарь. Надеюсь, никого не пропускаю. Дух свободы. Массерда. Ва алейкум ассалам. Маш новый шадыша. Всех рад. Приходите свободными, господа. Итак, сегодня опять я вам расскажу хорошую новость. Наверное, хорошую. Ну, может быть, и не совсем. Но, в принципе, только позитив Бог ждать. Так, всем рад, всех приветствую. Аслан Керимов, Максим, Джахар Дудаев на месте. Волк на месте. Валейкум салам, Хош Хашбеков, Нью Горизонт. Макс Хамзат Гилаев, Израиль Файтер Израиль, точнее, Максим, Асланбек Тутаев, Бамут Чираи, Ва алейкум ассалам, Делир Салама Шалоль, Массарна. Всем рад. Итак, сегодня я вам расскажу очень удивительную вещь, очень интересную вещь, занимательную. Как мы знаем, на наш канал Reality, который рассказывает реальное положение вещей, честно, объективно и чаще всего непредвзято, хотя не всегда получается. Итак, несколько дней назад, 21 декабря, 4 дня назад, в одном из своих стримов я в конце самом на чеченском языке обратился к Рамзану Кадырову, которому предложил помощь, юридическую помощь, для того, чтобы он мог сохранить свою свободу и оказать ему юридическую помощь для того, чтобы он оказался был включен в программу защиты свидетелей Госдепартамента США. Ну, я это говорю не в первый раз. Если вы смотрите внимательно мой канал, то я об этом уже несколько раз говорил. Ну, буквально через 2 дня или 3 дня после того, как я сказал Рамзану Кадырову, предложил свои юридические услуги, в экстренном порядке из Москвы во временно оккупированную Чеченскую Республику Ичкерия прилетел Виктор, по-моему, зовут, Золотов. Это начальник охраны бывший Путина и Медведева. Да? И, кстати говоря, если вы помните, Золотов был не только у Путина начальником охраны, но еще и у Медведева. Это такой рядом стоял контролирующий такой человек от Путина. И неизвестно, Медведев был президентом или в заложниках был после этого. Ну, вернемся к нашей теме. Прилетел Виктор Золотов. Прилетел экстренно, не под какую дату, просто так прилетел. Как известно, 1 ноября исполняется дата, 20 лет, круглая дата, 46-й отдельной бригады оперативного назначения, которую поздравил Золотов, вручили там разные медальки. Хотя это было 1 ноября. И прилетел он, как мы видим, 24 декабря. То есть почти через 2 месяца
поздравил Золотов их, приурочил свою поездку к этому поздравлению. И других особых никаких дат и никаких мероприятий особых никаких не было. Но вот Золотов прилетел и прилетел. И теперь посмотрим дальше. Я вам сперва покажу, ну, чтобы было что вспомнить. Вот это было то самое обращение. Я потом его перевел на русский язык. И, вернее, не перевел, вернее, вырезал отдельный кусок и выложил вот это обращение. Оно почти 4 минуты. Это обращение к Рамзану Кадырову. И вот не прошло, как говорится, и полгода, прилетает Золотов. Кадыров, Рамзан и вот эти все коллаборанты не произносят, как известно, моего имени. Мой канал запрещен на территории фашистской России. И Золотов начал свою речь вот с каких слов. Послушайте внимательно. А в том своем обращении я сказал Рамзану, как я только что сказал, я помогу тебе уехать. И это, видимо, очень сильно испугало обитателей Кремля и срочно прислали Золотова. Давайте послушаем небольшой фрагмент, о чем говорит Золотов. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы вот только что с Рамзаном Ахматовичем смотрели экспозицию ваших побед. И хочу сказать, есть такая поговорка: один в поле не воин. Но внимание, один в поле не воин. Видели? Всегда помогает только что сплоченная работа всей команды, профессионализм и надежное плечо друга. И тогда достигается результат. Этот результат был вами достигнут. Один в поле не воин. Он напоминает, что нужно быть вместе. И это можно было показаться на первый взгляд, совпадение. Просто прилетел Золотов и прилетел. Ну, у меня есть свои источники во временно оккупированной, свои источники информации во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так вот, Виктор Золотов, вот этот Виктор Золотов, прилетел для того, чтобы заняться моей скромной персоной. И как бы Кадыров не хотел произносить моего имени, но Виктор Золотов сказал, что меня нужно замолчать. И я уверен, в ближайшее время они будут пытаться как-то повлиять на мою деятельность здесь, в Европе. Слава Богу, там с теми родственниками, которые дома, я уже давно не поддерживаю связь, в принципе, ну и в том числе из-за наших политических разногласий. И остается только влиять на меня тут лично или на моих родителей тут, что тоже не принесет им никакого успеха, или на меня. Только я уже неоднократно им заранее много раз заявлял, что только мое физическое устранение может заставить меня замолчать. И рамки закона, в которых я нахожусь. Больше ничего меня не может заставить замолчать. Поэтому все ваши потуги, кто у вас там в администрации сейчас, Кириенко, да, или кто там у вас там был, Путин, Кириенко, Золотов, во всем к вам обращаюсь. Никаких шансов меня заткнуть, кроме физического устранения, у вас нет. И ваша поездка, сегодняшняя ваша делегация прилетела в Москву, во временно оккупированный Джохар,
ничего у вас не получится. Я в самом начале вам сказал, что меня можно только физически устранить. По-другому вы меня не заткнете. Поэтому мы знаем, что за заказом на мое убийство теперь уж стоит Кремль. Уже однозначно Золотов привез вот такое задание Кадырову. Речь об убийстве не шла, конечно, как мне сказали. Речь шла только о том, чтобы меня замолчать. Ну, а как меня замолчать и что со мной, как это произойдет, ну, мы знаем только один способ, как это можно сделать. Поэтому сегодня 25 декабря 2020 года я официально напоминаю всем своим зрителям, в случае чего, имейте в виду, это вот вчерашняя дата, вчера он прилетел, 24 или 23-го, может быть, он прилетел. Но я получил информацию только сегодня, что Золотов обсуждал мою скромную персону. Поэтому в случае чего винить Золотова и Путина. Все, объявление закончилось. И еще хотел показать вам очень важный момент тут. Сейчас, одну минутку, я постараюсь найти. Ну ладно, сейчас-то. Ладно, проехали. Давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Минутку. Так. Так. Еще чуть не забыл. В этом же ролике, я же вам самое главное не сказал. Еще Кадыров потом на меня еще будет обижаться. Сейчас, одну минутку. Кадыров мне вообще спасибо должен сказать. Сейчас, одну минутку. После того, как Золотов приехал, сделал заказ на мою ликвидацию, предполагаемую ликвидацию, потому что другое из их грязного рта не изрыгается, только убийство, пытки, там, шантаж и так далее. Кадырова, Рамзана включили в Госсовет. Это новый такой орган, который вы знаете. Но это, видимо, расплата Кадырову. Может быть, конечно, его включили бы в этот Госсовет. Но после того, чтобы Рамзан не убежал в Америку, не воспользовался моим заманчивым предложением. Рамзан, между прочим, предложение еще в силе. Я тебе со всей ответственностью заявляю. Как я сказал, так и будет. Все будет честно, без обмана. Поэтому Кадырова, Рамзана включили в Госсовет. Госсовет, это, чтобы вы знали, это новый орган, изменили Конституцию, и новый орган, в котором будет восседать Владимир Путин. Владимир Путин будет как иранский аятолла восседать там наверху где-то, и внизу где-то там в роли президента будет какой-нибудь Навальный, который будет играть роль президента. Ну, будет, конечно, какая-то обязанность и у Навального, там служебная машина будет, там охрана, все такое. Путин будет восседать у себя в Госсовете, и в Госсовет включаются только очень доверенные лица.
И вчера же буквально, опять же, я узнал, что Рамзан Кадыров включен в этот самый Госсовет. В этом Госсовете будет, помимо Кадырова, еще очень важные лица. Ну, давайте, чтобы вы тоже знали, что Кадыров, после этого ты будешь говорить, что и от меня нет еще какой-то, от меня вред. Видишь, какая от меня польза? Тебя в Госсовет включили. Считай, ты мой должник, да. Важнейшими составляющими жизнедеятельности любой военной организации. Одной из них является вручение боевого знамени, Но это официального символа. Горева состоялось совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его в режиме видеосвязи провел Владимир Путин. Основная тема повестки – координация всех уровней власти для улучшения качества жизни людей. Это первое заседание после утверждения нового состава Госсовета. В него вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Возглавил его сам президент. В новый утвержденный состав вошел глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Входящий 2020 год был непростым не только для России, но и для всего мира. Особым вызовом стала пандемия нового коронавируса. Глава государства Ну все, на этом хватит, чтобы просто это осталось на моем канале. Я на всякий случай включил сюда. Короче говоря, у Кадырова карьера пошла в гору. Так, пойдемте дальше. Давайте почитаем теперь ваши комментарии, пообщаемся. Так, Адуда, ассаламу алейкум, Маш Дойль, ва алейкум ассалам, Маш Дойль. Так, золото вроде с Питера еще, с Путлером вместе. Да-да, они с питерские оттуда. Скорее всего, надзиратель золота, да. Марьяна Исаева, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, Хожа Хажбеков. Золотов, тот самый глава Росгвардии, который распиарил Навального с подачи Путина. Та же система, что Лорд использовал в пиаре агента Тузика. Да, именно так, Хожа. И поэтому у меня нет доверия к Навальному. В том числе поэтому. Как Саддама Хусейна нет, Байрактар Сельджук. Ну да, если будет решение суда, тогда да. Прилетела золотить Караага. Да-да, он Кадыров, нормальная тема. Так, чеченский след, рязанский сахар. 70 лайков всего, господа. Где лайки, бог? Вот, чеченский след, рязанский сахар спрашивает вас, где лайки? Куча ублюдочных паразитов правит Россией, говорит секрет Трамптер. Да? Ассаламу алейкум, Асан. Машаллах, борись за свободу, Аллах тебе в помощь, Ахмад Сада. Ва алейкум ассалам, Амад. Делаешь хуйль. У них совпадений не бывает. Ассаламу алейкум ассалам. Салауди Саида. Ва алейкум ассалам. Азамат Бекишев. Победа от Аллаха, поражение тоже от Аллаха. Все от Аллаха. Да, совершенно верно. Лейла Амирова. В связи с Турцией у Кадырова участились, слышали, и Путин засуетился по этому поводу. Связи с Турцией у Кадырова участились. Нет, при чем здесь связи Кадыров? Не-не-не. Мы знаем почему. У нас есть достоверная информация. Не произносят имя, поскольку не хотят сделать вирусную рекламу. Да, конечно, если у меня-то 28 тысяч всего подписчиков, а у них намного больше, да, все много кто смотрит Кадырова. Кадырова это такой вообще лейб, такая марка. Не очень хорошая, конечно, кровавая и преступная марка. Но в России очень любят вот такие вещи. Вот эта неотесанность. Но, и знаете, Кадыров представляет именно того чеченца, которого русские себе представляют у себя в умах. А на самом деле, да, чеченцы абсолютно, во-первых, как все разные,
Во-вторых, Кадыров не тянет на среднестатистического чеченца, вообще не тянет. Да, на какой там деревенского, среднестатистический какого-то деревенского, как у нас их называют, кола, колхозник сокращенно, кола, да, он тянет, это среднестатистический кол. Но на среднестатистического общем чеченца он не тянет, абсолютно не тянет. У нас чеченцы очень разные. И далеко не такие, как Кадыров. И русским такие, как Кадыров, очень нравятся, да, и самое главное, он еще их царю присягнул на верность, и говорит, я самый ему доверенный человек, и так далее, и так далее. Но недолго музыка играла, недолго пел аккордеон, как говорится. Хотя уже долго, но всему, сколько веревочка не веся, все равно конец будет. Дал мула. И имя моего, чеченский след говорит, не произносят, да, не произносят ни имя моего, да, не произносят там мой канал, потому что я получу раскрутку. Всячески такими неприметными способами они пытались бороться с моим каналом. И уже буквально дней 10 уже, наверное, дней 10 атака на канал спала. Просто невероятно, да. Если вы заметили, у меня за год, за последний, ну, скажем так, полгода, да, добавилось меньше людей, чем за эти 10 дней на подписку. Хотя тематика одна и та же, в принципе, ничего особенного. И вы сами можете заметить, да, и комментарии уже не пропадают, не вижу я жалоб, что комментарии пропадают. Просмотров начало больше быть, чем было. При всем при этом на территории фашистской России мой канал запрещен. Понимаете? И это не помогает. И вот Золото специально прилетел, думает, дай-ка я сейчас слетаю, а то сбежит ведь. Аслан сказал, гарантирует. А реально, Рамзан, я гарантирую тебе, я гарантирую. Я не гарантирую, что американцы помогут. Но я гарантирую, что я сделаю все возможное. А так американцы, я не гарантирую, что, как говорится, вообще адвокат не может ничего гарантировать. Я не гарантирую, что тебе разрешат американцы все деньги забрать с собой. Но часть железобетонна, Рамзан. Звони, короче. Связи волна, Рамзан. Так. Ну и поэтому не раскручивают. Ну, раскручивают они, не раскручивают. Мы-то знаем, что мы на истине. Мы знаем, что мы делаем правильное дело, правое дело. Мы знаем, что мы говорим правду, и они это знают. Именно поэтому они о нас не говорят. Поэтому нам не звонят разные лорды, морды, Шевченки и другие мерзавцы и подонки. Но нам их раскрутка и не нужна. В принципе, канал динамично развивается, все отлично просто. И еще обращение там, на заметку американцам. Как только мой канал начнут атаковать, знаете, вас тоже атакуют. Потому что это такой индикатор мой канал. Канарейка в этой угольной шахте мой канал. Поэтому заметно будет. Вот сейчас спало, да, они сейчас пишут комментарии, если вы заметили, под тем одним видео, где мы вместе, вот буквально несколько дней назад вышло видео, которое, там вот комментарий 900 с чем-то дизлайков они поставили. Точно так же было, когда агент Тузик с братом, я это уже говорил и напоминаю. И если я говорю, вот я каждый раз говорю там агент Тузик, может показаться, что там меня этот Тузик чем-то задел. Нет, нисколько. Я просто, я даже не помню тех оскорблений, которые он мне там говорил и делал. Но я помню, что этот человек занимается пропагандой. Пропагандой среди нашей молодежи. Именно поэтому я о нем говорю. А так, этот он там меня как-то называл, что типа я ему враг там и так далее. Он не дорос еще быть моим врагом.
Но при всем при этом я понимаю, что и мне говорили, те маяк не трожь вонять не будет, но при всем при этом он нашу молодежь обманывает. Он весь наш народ представляет в том свете, в котором русские хотят его представить. Я с этим не согласен. Я с этим не согласен. И они всячески пытались меня как бы очернить благодаря этому. И вот как раз вот в то время был вот этот наплыв такой массовый, и когда ставились дизлайки. И вот как сейчас на это видео ставятся дизлайки. Они сейчас не имеют возможности через своих хакеров ГРУ оказывать давление на мой канал. И теперь они пишут комментарии, заставляют всех своих троллей, всех своих служак писать комментарии и так далее. Из-за того, что там нету матершины и такого явного оскорбления, ну такого грубого оскорбления, скажем так, оскорбления там есть. Я специально не убираю ни один комментарий. Из-за того, что нет таких явного мата и оскорбления, я делаю вывод, что все-таки пишут чеченцы. Ну, чеченоговорящие пишут. Что ни говори, какие бы они ни были чеченоговорящими, чеченство все равно. Воспитание, как говорится, не пропьешь. Но ничего, ничего. Все будет Ичкерия. Иншаллах. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Кадыров уже выдает кое-какие симптомы самоуправа и спасения собственной шкуры. Золотого его курата. Не думаю, что Кадыров способен управлять республикой. Нет. Для того, чтобы управлять республикой, вам нужна опора на народ. Народ ваш должен поддерживать. Народ Кадырова не поддерживает. Народ просто терпит из-за того, что Россия устроила геноцид. Кровавые, просто кровавейшие преступления совершены на нашей территории. Да? У нас, я как-то в своем стриме рассказывал, за все это время в Чечено-Ингушетии был один маньяк. Вот в советское время за все этот период Чечено-Ингушской АССР был всего лишь один маньяк. Этот маньяк был русским по национальности. Ну, ничего я не имею в виду. Просто он не был чеченцем. Так вот, с 1994 года Россия нагнала этих маньяков так много в нашу страну. И те преступления, которые совершал тот маньяк, который был изобличен, арестован и расстрелян, мне кажется. Тогда за это расстреливали, за убийство. Нагнала так много вот этих маньяков, что то преступление, которое совершал тот маньяк, оно меркнет. И эти преступления, те 300 тысяч жизней, которые забрали эти маньяки, пригнанные со всей России, со всех деревень России, мы не забыли и не забудем, и никогда это не простим. Поэтому мы, конечно же, будем всячески наказывать виновных, всячески, в рамках действующего законодательства и международного права. Поэтому Кадыров сам управлять не сможет. Во-первых, у Кадырова, у всех его там министров, у того же лорда, так называемого путинского лорда, есть кураторы. Кураторы, люди, которые постоянно находятся с ними, их контролируют, объясняют им, что делать и так далее. Каждому представлен человек. У каждого есть свой русский хозяин. Просто нам их не показывают по телевизору. Они есть и выполняют свою работу. И если эти кураторы уйдут, Кадыров останется один, то, конечно, тогда Кадыров не сможет самоуправляться. Кадыров управлять временно оккупированной Чеченской республикой Ичкерия может только лишь с помощью русских. И он это прекрасно понимает. Единственная возможность, и я ее предложил Кадырову, это воспользоваться программой защиты свидетеля Госдепартамента США.
И я уверен, что ему помогут. Опять же, наверное, подумают, что я являюсь каким-нибудь агентом ЦРУ или Ми-6, как ГРУ считает, что я являюсь агентом Ми-6. Хотя, в принципе, между ЦРУ и Ми-6, там, я думаю, разница небольшая. Уже тут Европа, Запад, это уже единый такой конгломерат. Еще раз я напоминаю, валлахи, я не являюсь ничьим агентом. Я агент убитых 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Это единственное, главное, скажем так, что мной движет. Второе, это деоккупация моей страны, привлечение ответственности виновных. Но это уже перетекает с первого. За эти 300 тысяч убитых нужно будет ответить кому-то. И, конечно же, ни у кого нет шанса уйти. Да? Сегодня, даже сегодня, да, ослабшая Россия, может быть, устоит еще год, еще 10 лет, если верить предсказаниям или словам Джохара Дудаева, который сказал, что это на 50 лет заряжена эта война, то еще 24 года, господа. Но это не важно. Сколько бы лет ни прошло, что бы ни изменилось в этой жизни, за убийство 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей и всех религий, которые проживали в нашей стране, Россия должна будет ответить. Это вот железобетонный факт. Никуда от этого России не деться. И мы будем всячески добиваться, вкладывать, каждый будет вкладывать свой кирпичик в строительство вот этого здания суда, которое произойдет над этим. Евреи много-много лет выискивали из других концов света, хватали, захватывали и вывозили преступников, которые устраивали геноцид над ними. Валлахи, мы будем делать так же. Валлахи, ни одна сволочь не уйдет от ответственности. Ни одна мразь и подонок не уйдет от ответственности, который убивал наших женщин, детей и стариков. Ни одна, которая будет нами установлена. Да, мула. И будут специальные юридические группы, и все у нас будет. И никто не уйдет от ответственности. Да, мула. Так, пойдемте дальше. Аслан, говорит леди, твое физическое устранение еще больше навредит им. Стоимость 1,5 миллиона евро, напоминай об этом. Да, кстати. Кстати, я застрахован на 3 миллиона. Напоминаю. Ассаламу алейкум, эджери ижит. Лом тире-али. Ва алейкум салам, ашвой лом. Так, знание Маша. Аллах дал эту бойло мосу дишим. Амин. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Reality, напоминает Джохар Дудаев. Сегодня, кстати, Рождество, говорит Секрет Трамптер. Да, кстати, сегодня Рождество, и я поздравляю всех своих зрителей, всех своих друзей, католиков, которые празднуют этот день. Поздравляю вас с этим важным для вас праздником. Хамзат Ипаев, ассаламу алейкум, салам ашалду махквашк. Вітаю друзей и соратников. Ва алейкум салам, Хамзат Машвуэль. Хожа Хажбек, Аслан, когда Путин взрывал дома и начал незаконную оккупацию Ичкерии, Золотов непосредственно находился рядом с Путиным и был в курсе всего. Включить его в санкционный список. Да, я думаю, конечно, его нужно включать в санкционный список. И, конечно же, без сомнения, конечно, начальник охраны это вообще самый близкий человек, это как брат. Поэтому, конечно, это самое доверенное лицо. Господа, я даже не могу показать твое сообщение. Путин обезбашенный ублюдок, говорит Секрет Трамптер. Приветствую, Аслан, береги себя. Вот. И перемоталась.
Надо найти, раз начал уже зачитывать. Ну, короче, потерял я. Странно, конечно. Ну, ладно, короче говоря. Ну ладно, короче говоря, пропустил я. Потерял я этот. Ну ладно, поехали дальше. Так. Галина Шеметова. Чеченцы бесчинствуют на чужих территориях, не на своих. Да, Галина, мы так бесчинствуем. Мы приезжаем на танках и давим женщин и детей. Мы такие плохие. Бедные наши соседи. Как же мы всех замучили. Сколько мы русским геноцид устроили. Вы знаете, Галина Шеметова? Вы знаете? Как минимум за прошлый век и за начало этого 2 геноцида мы вам устроили. Какие мы плохие. А, нет, это вы нам устроили. Джахар, хорошо. Так, мог бы миллион лайков поставил. Так, говорит Немо, Баркал Немо. Кадыров сможет управлять ЧР. Кадыров сможет. Вахажи Болчиханов. Чеченский след, Рязанский сахар. Смотрят 700, уже 60 зрителей, 150 лайков. Ставим лайки, друзья. Чечня не Россия. Це вишон. Удалять его. Пускай будет. У нас нет цензуры. Только оскорбление, мат и там явная пропаганда. Он выдвинул свое мнение, что сможет Кадыров управлять. Не сможет Кадыров управлять. Для того, что, да, технически он сможет уже, он сколько, 15 лет у власти, он сможет управлять, да, в таком положении. Но он не сможет, когда народ не поддерживает. У Кадырова очень плохая репутация. И речь шла о том, что он хочет там, автономно уже от России как-то действовать, да, самостоятельно как-то действовать. Об этом была речь. Так, конечно, опыт он имеет, за 10 лет даже и шаг научится управлять, если его посадить в кабинет Кадырова, то он научится. А Кадыров человек вроде бы, хоть и не очень образованный, но научиться ничего сложного в этом нет. Вся проблема в том, что никто не будет поддерживать Кадырова. А с учетом того, что у него очень много недругов, у него нет шанса даже выжить без России, не говоря уже о том, что кем-то управлять. Чеченский след, Рязанский сахар. Так, Джахар Дудаев. Николай, давай без подколов. Его зовут Аслан, и ты это прекрасно знаешь. Жулин пишет с ошибками. Так, Аслан, ахо, царь Гвита, сок интирвейруать. Мегер Амзат. Я постараюсь его ждать. Джахар Дудаев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити. 2 модератора, смотрите чуть выше, удалите ком. Аду Давлетук. Кадыров не может общественным туалетом ЧР управлять. Подождите чуть-чуть. Кадыров раб Путина, и мы рабы Аллаха, говорит Джахар Дудаев. Хамзат Ипаев. У каждого Кадырова есть свой представленный очень близко контрольный выстрел в случае отклонения. Да, но при всем при этом Кадыров смог бы при желании выйти со мной на связь и начать процедуру. Ну, Рамзан, еще раз я говорю. Бикши, ну, бог Аллах, что он. Эйс эльчунти асочек колон, хасвязи вел, хай миллион, ха эрдех, цанна, хай лупчек. Американчик. Хаук дюйцер дуй. Так. Анонимность гарантирую, 100%, поверь.
У каждого так. Дай Аллах много благ Америке, говорит Адам Алимханов. Господи, благослови Америку. Боже, храни Америку. Мажада, дуйбич, эрхербоч, 9 из 10 арбучу, я из России, Эльч, Путин красавчик, мол, валлахи, бог мадуй, 100%. Так, мы все рабы только Аллаха. Так, пойдемте дальше. Ассаламу алейкум, Бергер Шварц. Ва алейкум ассалам, Шварц, Бергер. Эльси Нохчо, Аслан. Так, лайки, лайки. Так, Аслан. Хоецель Гвит. Так, это уже было. Ответ Израиль красавчику. Тут Маждада рассказывает, короче, это нужно перевести. Друзья, господа, товарищи, когда мы говорим на русском языке, пишите на русском эти ваши комментарии, потому что на чеченском языке вы пишете мне по-русски, а здесь вы мне пишете по-чеченски. Итак, Маждада говорит, что он может поклясться, что 9 арабов из 10, когда он говорит, что он из России, из Чечни, говорят, Путин красавчик. И Маждада пишет и говорит, я им отвечаю, Израиль красавчик. Правильно, правильно. Как-то мне зашел в магазин в Берлине, и курд продает что-то, магазин, и мне говорит, ты откуда? Я на своем ломаном немецком ему объясняю, я из Чечни, из Чечении и так далее. Он говорит, Русия, говорит, Русланд. И я говорю, нет, я говорю, не Россия, это Чечения. Я говорю, а ты откуда? Он говорит, курдиш. Я говорю, туркиш? No, туркиш. Kein туркиш. Я говорю, туркиш. Точно так же и ты, Маждада. Минато намиказе. Аслан, твои видео, машаллах. Рад, что понравились. По закону США Кадыров получит несколько пожизненных сроков. По законам США программа защиты свидетелей включает в себя то, что Рамза Кадыров будет спрятан, любой будет спрятан, не только кто включен в эту программу. Конечно же, не просто так включают вашу программу, но если включат, то никто в этом мире не найдет. Никто. Более того, если человек, даже сбежавший из этой системы, у них он считается предателем, живет в Америке, русские не убивают того, кто живет в Америке. Тот же генерал Калугин, например, который там живет. Потому что вот такой дерзости они себе позволить не могут. Как тот же Калугин. Калугин даже в одном из своих видео, интервью, которому он там русскому пропагандону давал, он прям рассказывал, он к себе домой позвал этого пропагандона, они сели, он говорит, я не боюсь ничего, говорит Калугин. Поэтому я так думаю, Кадырову даже менять ничего не надо. Хотя от чеченцев ему нужно будет менять все свои данные, и его так спрячут, что никто никогда не найдет. Так, пойдемте дальше. Амин Асан Амиладж. Амин. Так, Аюб Джан, машалла, не узнавать Аслана. Ибрагим Алхан, оппоненты это с позволения сказать единомышленники, так как до сторона, когда касается нас, независимо от их разногласий, они объединяются и ведут провокационную деятельность. Тоже что ли, застраховаться, говорит, чеченский след Рязанский сахар. Советую. Хорошая тема, между прочим. Не просто, когда вы страхуетесь, у вас открываются огромные возможности. Например, вы можете сломать руку, и вам выплатят кругленькую сумму. Так, поздравляем, говорит Максим Государь.
Так, Хамзат и Павел, Аслан, у тебя будут пышные похороны. То, что говорит, да, нет, я не сторонник этих пышных похорон. Можно и скромно было, ждается. Ходжа Хажбеков, ФСО РФ любые и даже все вопросы по Чечне решают через лорда. Лорд негласный наместник ФСО, то есть Путина. За информацию ручаюсь своей честью. Ого! На самом деле лорд подчиняется, или как так кажется, подчиняется Патрушеву. Патрушеву подчиняется ГРУ. Лорд относится, завербован, пришвартован к этой террористической организации ГРУ. Кадыров Рамзан подчиняется непосредственно, курируется, контролируется, управляется администрацией президента. Вот это и есть ФСО. Ну, в первую очередь, это Путин. И администрация президента уже контролирует вот эту ситуацию. Ну и каждого вот так. Например, Джамбокс, да, есть. Еще есть такой момент. Сегодня он может быть агентом, ну, стукачом завербованным ГРУ, а потом он может очень потребоваться, его может Путин забрать к себе, да, его дело себе и контролировать его, что это теперь мой агент. Также там ФСБ может забрать. Ну, у ФСБ ГРУ, наверное, не может, потому что ГРУ как бы более слабая считается организация. Но все они вместе подчиняются одному начальнику. Это Патрушев и Путин, уже конечный, главный, как бы, считается Путин. Это, ну, такая система у них. Так, пойдемте дальше. Так. Я тоже всех поздравляю, говорит Эльси Нохчи. Хамзат говорит, так, опять ты повторил вопрос. Николай Жулин, оставь это Всевышнему, или ты считаешь, что ты имеешь право судить и выносить наказание? Николай Жулин такой говорит. Колян, я тебя уже давно приметил, если, ну, это ты, наверное, да, который на аватарке НКВДшник, который стреляет, да, это, ну, направленный пистолет, это, наверное, ты. Поэтому я к тебе фамильярно обращаюсь. Колян, я читал твои комментарии, поэтому обращаюсь к тебе фамильярно. Ты считаешь, что убивать людей и требовать сатисфакции, восстановления справедливости, ты считаешь это ненормально или незаконно? Я так не думаю. Давайте тогда отмените все ваши суды и всю вашу весь мусориат и ФСБ, все вот этих террористов распустите тогда. Зачем же вам? Вы убиваете нас, и мы потом не требуем сатисфакции? Нет, такого не будет. Поверьте, мы будем требовать, мы будем добиваться, всячески будем добиваться восстановления нарушенных прав чеченского народа. Как убитых, так и живых, которых 300, которых вы все взяли в заложники. Ваша страна фашистская взяла в заложники, они находятся в заложниках. И эти люди тоже имеют права. Как и я имею права, как и все здесь живущие 300 тысяч чеченцев имеют права на своей территории иметь, на своей юрисдикции иметь эти права. Вы нас лишаете этой возможности. Поэтому мы, конечно, будем всячески добиваться восстановления справедливости. И, конечно, всех преступников, которых мы установим, всю свою жизнь, другого больше у чеченского народа не будет, кроме как развиваться в интеллектуальном, техническом плане и находить преступников. Это будет такой объединяющий фактор чеченского народа. Обар, Аслан Аллах ларвойлха, делрейс хуйль, масуд ойлвайдалар. Так, пойдемте дальше. Максим Господарь. Слава Украине и нашим соратникам информационных войн. Героям слава. Аду Давлетук. Боже, храни Америку. Аминь.
Владимир Аничко, витаю с Киева, слава героям Ичкерии Украины, героям слава, Владимир. Приветствую вас, рад вас тут видеть. Так, я перемотаю, друзья, вы меня извините, потому что я уже тут запустил все. Так, давайте. Аслан, леди, у Аслана будет яркая, добрая, чистая, честная, долго счастливая жизнь. Да, Мула. Благодаря ему и у нас счастливая и свободная жизнь. Да, Мула, да, Мула. Да, Мула. Так, Евгения. Ибрагим Алхан, Курдистан расположен на территории еще 3 стран, кроме Турции. Да, нет, я на самом деле ничего против курдов не имею. Это я ему так в отместку, он же меня тоже назвал россиянином. Поэтому я ему так говорил. Курды, конечно, имеют право на свое государство. Абсолютно точно и 100%. И если чеченец им этого не желает, то кто им еще этого пожелает? Поэтому, конечно, каждый народ имеет право, если у него есть своя земля, имеет право на этой земле жить так, как он считает нужным. И строить то государство, которое он посчитает нужным. Это бесспорный факт. Асланбек Тутаев. Аслан Золотов поднял твои акции. Золотов поднял Кадырова акции. Или Путин поднял их. Виктор Хартман. Салам алейкум с украинских степей. Вся хвала и слава Господу Богу. Слава воинам Кавказа, слава воинам Ичкерии, слава воинам Украины, героям слава, слава, слава. Ва алейкум ассалам, Виктор Хартман. Приветствую тебя. Героям слава. Ибрагим Алхав, Евгений, я имею в виду так и Северная Осетия в России, Южная в Грузии. Это были учения. В трусах был сахар, говорит чеченский след, рязанский сахар. Лорд Адудавлютюк. Лорд напрямую русским подчиняется. Его уличили в убийстве русских бабушек между 2 войн. Он должен был оправдать геноцид русских. Да? Я не знал. Ты смотри, лорд занимался такими вещами, убивал бабушек между 2 войн. Ну, между 2 тогда этого геноцида не было, но значит, он их убивал за что-то, видимо. За что-то. Да все они там, мне кажется, просто запатентованные. Просто, да. Маньяки у власти, да, маньяки. Я говорю, только что рассказывал, что в Чечне был один, в Чечено-Ингушетии был один маньяк, и он не был чеченцем. И вот сейчас я себя поймал на мысли, а ведь сейчас чеченские маньяки у власти, и мы их всех видим. Так. Так, дядя прошел обе войны. После войны он устроился там на работу. Через 2 месяца приехал домой. Когда его спросили, почему ты приехал домой, он ответил, да, так и есть. Знаете, один товарищ рассказывал, что мент пил. Ему говорят, что ты так много пьешь? Он говорит, если не пить, невозможно там работать. Постоянно нужно быть нетрезвым. Представьте, в каком они состоянии. Бедолаги. Очень-очень жаль. Самое главное, что мне жаль, в том, что они больше не могут себе заработать на пропитание. Им обязательно нужно ненавидеть эту работу, ненавидеть самого себя, создавать проблемы. И самое главное, некоторые вещи они всячески пытаются скрыть, конечно, и некоторые вещи им удается скрыть, да, но и даже они умирают, да, не получив возмездия, воздаяние за свои грехи в этой жизни. На то это им все равно отвечает. Так вот, на их детях, на их внуках это сказывается. Валлахи, это правда. Вот те преступления, те вот эти грязные вещи, жестокие вещи, которые они творят, все равно сказывается. Или у него там без потомства он остается, или какой-нибудь, не дай бог, инвалид становится,
или там погибают у него там. Вот. Даже если он умер, не обязательно это остается. Бог ведь наказывает, как говорится. Так, давайте я перемотаю опять. Так, Максим, Аслан, совместный эфир с Муса Ламаем было бы очень интересно. Я задавал этот же вопрос у него на канале, в чате, он не против. О чем мне говорить с Мусой Ламаевым? Я не знаю, о чем с ним говорить. Мы с ним по телефону разговаривали, он мне сказал перезвонить. Ну, начали говорить, и потом он мне сказал перезвонить. До сих пор вот я жду звонка, не перезвонил. Вернее, я уже не жду. Но как бы разговор не окончился, и он не перезвонил. И я даже не знаю, о чем говорить с ним. Если том, о чем мы с ним говорили, ну, надо закончить разговор сперва по телефону. Так, АК-47. Приветствую, Асан. Берегите себя. Я очень уважаю таких здравых и эрудированных чеченцев. Привет с Украины. Приветствую, АК-47. Спасибо, спасибо. Взаимно. Мукара. Ассаламу алейкум, брат Аслан. Рад видеть тебя. Как думаешь, когда распадется империя зла? Это проклятая тюрьма народов. Ва алейкум ассалам. Я не знаю, если честно, я не знаю, когда она распадется. Но если мы будем прилагать усилия, то быстрее это произойдет. 6 августа, Чиры, ассаламу алейкум, ассалам. Просто счастлив тебя снова видеть и слышать. Ва алейкум салам. Дейрейс хуиль. Дейрейс хуиль. Так, Баркалаза. Ответ, говорит Владимир. Пожалуйста. Заза Мджедешвили. Аслан, у курдов никогда не было собственного государства. Ну, у них есть земля, на которых они веками живут. И эта земля разделена на несколько государств. Несколько государств просто посчитали, что курдам не надо иметь своего государства. Просто за них решили. Поэтому я считаю, это большой народ на самом деле. Сколько-то там миллионов, если не ошибаюсь, там 10 миллионов, что ли, или больше даже миллионов курдов. Это большой народ. И он разнороден, как и все народы, особенно большие народы. Но я считаю, что курды должны иметь свое государство. Все чекисты гнилые и преступные уроды и лицемеры, говорит секрет Трунтер. Просто трудно не согласиться. Согласен. Евгений Апостол. Правда ли, что лорд убил своего дорожного брата, двоюродного брата? Я не знаю. Я не знаю. Евгений, Аслан, я до этого писал, что ваш с курдом разговор закончился боевой ничьей. Ясно. Нет, он пошел на попятную, и все-таки я победил. Он сказал, ну ладно, Чечня это не Россия, говорит, ну ладно. Я говорю, ну ладно. Вот мы на этом и порешили. Так, чеченский след, рязанский сахар. Что вам нельзя знать, россияне? Почему от вас засекретили учения в 99 году в Рязани? Учения, в которых задействовано гражданское население. Почему вы простили ФСБ 307, прошу заметить, взорванных ваших сограждан? Да, именно так. Нохчу, что скажешь по поводу расследований Навального? Твое мнение. Нохчу. Не верю, вот что я скажу. Не верю. Я не верю, что без поддержки Навальный мог находиться в Москве столько времени. Я не верю, что без поддержки Навальный, который слил в 2011-2012 году митинги в Москве, я был на этих митингах, называл Путина крысой. Эта крыса сидит в Кремле и боится, он говорил. И я не верю, что человеку позволено так говорить, да, что который на митинге это скажет, его второй же день не заберут. Я не верю, что Навальный сажали на
10 суток, на 15 суток, на месяц. И там не отравили. Странно. Я много чему не верю, что делает Навальный. И такой невероятный такой звонок. И уже заранее вот эта камера, если вы обратили внимание, он набирает еще, он не набрал, звонит, и вот уже камера уже где-то вот выглядывает из каких-то там щелей, вот так идет камера там и снимается там и так далее делается. Ну, может, конечно, у них постоянный оператор все время снимал, все, давай и так, и сяк. Может быть, это объяснение там быть и так далее. Ну, там много моментов. Я пока собираю информацию, я пока не все, ну, скажем так, у меня есть разные версии. Если я получу подтверждающую одну из моих версий, тогда информацию, подтверждающую одну из моих версий, то я тогда более уже буду уверен в своей версии. А так я не верю просто, не верю то, что делает Навальный. Так, Хожа Хашбек, Асан, что там с нашими санкциями про ахматнийцев? Давайте вот под этим видео или под другим видео про эти санкции я специально вырезал, да, это видео. Пишите тоже пишите фамилии, пишите имена. Работа ведется, работа начата, скажем так. Будем дальше собирать информацию кандидатов. Это не значит, что любую фамилию, которую мы скажем, ее включат. Мы должны будем доказать, что вот эти люди причастны к нарушению прав человека, что они являются вот таким сообществом преступным. Хотя это очевидно для нас, но нам нужно будет это доказывать. Да? Некоторые фамилии, конечно, будут очевидно без доказывания, будут их принимать. Но кандидатов пишите фамилии, имена глав администрации, начальников полиции, которые у вас имеются, пишите. Будем все составлять список. И это большая работа, большой объем работы, который нужно будет потом еще отстоять еще там, куда мы будем его подавать. Список Магнитского. Поэтому Хожа Хашбеков тоже все, кто с какого населенного пункта, пишите, кто у вас начальник, кто у вас там глава администрации, кто имам. Давайте фамилия, имя, отчество, год рождения, все как положено. Пишите под этим видео. С других аккаунтов пишите. С третьих, с десятых. Пишите мне на e-mail эту информацию, если вы не хотите, чтобы кто-либо увидел. Пишите в Facebook мне, да. Я буду все это собирать. Так, Джахар Дудаев. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Reality, напоминает вам. Так, Умар Чинхоевский. Украинцы всегда поддерживали нас, чеченцев. Горец патриот. Хоцер мичарву. Соцер котыр тарух. Мукара. Ассаламу алейкум, брат Асан. Как думаешь, когда распадется? Так, этот вопрос мы уже читали. Аслан. Ассаламу алейкум, Асан. Видел новое видео Минкаила Мализаева? Пожалуйста, прокомментируй. Ва алейкум салам. Я не знаю, что там комментировать. Минкаил то одно говорит, то другое говорит. Это, что тут комментировать? Человек пережил ужасные пытки, перенес психологическую тяжелейшую травму. Что тут комментировать? Евгений Апостол. Правда, что лорд убил... Так, это уже было. Чего это такое? Я что? Или вы повторяете? Секрет Ромтер. Асан, как найти Тузика? Хочу поговорить с ней, спросить неудобные вопросы. Секрет Ромтер. Найти его невозможно. Забыть тоже. Я не знаю, как его найти. Его только смог найти дрищ какой-то с молотком. Вот тебе надо, секрет Ромтер, похудеть килограмм до 40.
взять молоток, и вот тогда ты найдешь его. Даже нож не смей брать. С ножом не найдешь. И про пистолет вообще молчу. Только с молотком. Резван, Асна, я уже несколько месяцев не могу до тебя докричаться. Не надо кричать, пиши. Так, Абарк. Так, это не мне. Тузик, это шведская порода. Чечня, не Россия. Николай Жулин. Всем добра желаю, вне зависимости от национальности. Будьте порядочными людьми и умейте распознавать, где правда и где ложь. Полностью согласен с вами, Колян, полностью. Как мне подать Евросуд на пытки, за пытки? Для этого тебе нужен адвокат. Так тебе в двух словах здесь не объяснишь. Есть определенная процедура. Если ты Европейский суд по правам человека, ты имеешь в виду, то тебе сперва нужно пройти все инстанции внутри так называемой нашей страны, да, которую они нам приписали, внутри России. Ты должен, если у тебя были пытки в районном, в городском, республиканском субъекте, значит, суда субъекта федерации, потом Верховный суд России, и после этого ты можешь обратиться уже в Европейский суд по правам человека. Так, Тано Кариди. Емли, это, блядь, можешь вспоминать еще одно государство, которое просуществовало 3 года. Мировая безопасность. Программа антитеррор НАНА. Волшебство, мир, Масо. Хабад, Иерусалим. Мировая безопасность. Программа антитеррор НАНА и волшебство, мир, масонов. Что-то, по-моему, куда-то заносит вас не туда. Так, все будет хорошо, говорит Купер. Крупер. Чечня не растет. Так, Хамзат говорит, Аслан, не забывай, ты обещал, что мы встретимся, когда наша Ичкерия освободится. Сдержи свое слово. Да, Мула, Хамзат, да, Мула, Цаши и Куяц. Обязательно мы проведем встречу наших подписчиков канала Реалити. Обязательно встретимся. И да, Мула, это произойдет в городе Джохари. Да, Мула. Ну, к тому времени, я думаю, если... Ну, хотя атака может возобновиться снова на наш канал, и нас может опять не стать много, но если так пойдет, буквально в следующем году нас будет уже там, 100 тысяч. И после этого нам всем места не хватит на площади в Грозном. В Джохаре. Военный на посту президента, это плохо или нет? Не знаю. Секрет, можно найти номер телефона его куратора Игоря Шмакова. Так. Пойду удавлю только. Если ты отрастишь бороду и будешь говорить, что Чири это исламское государство, твой канал начнет раскручивать Навальный, Шевченко и другие демократы. В кавычках пишет Адвидолитук, демократы. Абсолютно так. Кстати говоря, да, я же забыл. Эти два персонажа, что Навальный, что агент Тузик, друг другу перекидывали там, такие месседжи. Там здесь есть какой-то этот, говорил этот Навальный, то тоже там, ну, хотя особо внимания не обращал, но старался. Почему Ичкерия де-факто просуществовала несколько лет? Тано Кариди. Ичкерия просуществовала, и она существует до сегодняшний день, просто она временно оккупированная, да, юридически у нас имеется правительство за рубежом, да, в изгнании, как это называется в практике, исторической практике, так было с многими, с разными государствами. Почему ее оккупировали, вот это уже нормально будет, более такой корректный вопрос. Потому что русские фашисты. И Ельцину нужно было поднять свой рейтинг. И русским бросили вот этот засыпающий фашизм, империализм в русских.
русский, Ельцин его расковырял и сказал, что вот мы пойдем. Ну, не до конца он его расковырял. Да, русские так и не захотели все-таки. Большая часть, да, были, конечно, фашисты-ублюдки. Но большая часть россиян не поддерживала эту войну, и поэтому не получилось. Тогда дали пинков под зад и выкинули фашистскую Россию из нашей страны. Военщину российскую выкинули из нашей страны. Потом Путин, как ты знаешь, взорвал 4 дома своих же граждан. Еще до этого были теракты, да, взрыв на Манежке был, взрыв в Владикавказе был, рынке в этом 99 году. И вот снова напали вот эти фашисты, и вот опять оккупировали. Оккупировали и поставили на себя похожего Рамзана Кадырова. Вот они искали, столько убили нас, и вот отковырять надо было. Я вот на самом деле восхищаюсь чеченским народом. Им так долго пришлось ковыряться среди не самого лучшего части общества чеченского, чтобы отковырять себе вот такого. Ну вот отковыряли. Вот на себя похоже. Вот он больше русский, чем многие русские, Кадыров. Вот поэтому Ичкерия пока временно оккупирована. Так. Я перемотаю, друзья, еще раз, потому что много комментариев вы пишете. Асна, как с тобой связаться? Али Байсангуров. Со мной пока никак, к большому сожалению, я не могу никому даже оказывать юридическую помощь в связи с тем, что сейчас я ни с кем не могу выйти на связь. Кроме очень ограниченного круга лиц, я не выхожу на связь. Поэтому пока со мной никак не связаться, вы можете, если что-то вы хотите там, мне сказать, написать, можете в прямом эфире мне написать. Осман Ататюрк. Асна, какие моменты свободной Ичкерии ты больше всего запомнил и ценил? Ну, я, скажем так, в свободной Ичкерии практически не жил. Я приезжал туда на несколько месяцев, ну, пару месяцев я приезжал и уезжал. На каникулы летние, там, зимой, когда каникулы были, приезжал. Я запомнил, не знаю, когда я приезжал домой, я чувствовал горы, я ехал на машине, там, например, в ясную погоду, были видны даже с Грозного, с Джахара уже тогда, были видны горы. Или там, если я ездил к родственникам в Катырюрт, то там я видел утром, особенно, когда на утренний намаз станешь, да, видишь только вот утро такое прекрасное, и видны горы отчетливо. И я запомнил такое ощущение свободы. Я чувствовал себя в полной безопасности. Потом уже начались вот эти разные вот эти похищения, там это. А вот в начале была такая эйфория, я помню. Ну и вот все, что я запомнил. Ну еще и один там случай я запомнил, не очень хороший. Его я сейчас пока не буду, раз ты спросил только про хорошее. Так, пойдемте дальше. Интересно, хочется с ним встретиться. Так. Асан, какие моменты ты запомнил? Так. Ку-ку, это я. это ник такой, это не я говорю. Аслан, вы чистокровный чеченец? Чистокровный? Ну, не знаю, насколько что это значит, чистокровный. Но у меня кровь красная, как у всех. Ну, а если серьезно, если мои родители, моя мама чеченка и мой папа чеченец. У моей мамы папа и мама чеченцы. И у моего папы папа и мама чеченцы. И у них у всех чеченцы. Так что не знаю, что значит. Если это имеется в виду, то в этом смысле, да, я чистокровный. Так что Меркель не... Паноктикус пан. О, появился Паноктикус.
Так что, Меркель не веришь? Ты раз не веришь Навальному. А при чем здесь Меркель? Меркель приняла Путина, этого Навального, и посетила его больницу, да, потому что, ну, ей так, может, преподнесли, не знаю я. Я не знаю вообще, Меркель, я верю Меркель, да, Меркель, она, ну, у меня нет оснований ей не верить, я никогда не слышал от нее лжи, поэтому, а от Навального, да, Навальному я не верю, из-за того, что Меркель к нему пошла, у меня возникла немного другая версия, кто такой Навальный. Но это очень такие сложные вещи, которые сейчас так просто не объяснишь. Нужны больше доказательств, больше фактов мне нужно. Так, и, друзья, я перемотаю, чтобы... Так. Нас покидает Галина Шеметова, которая очень обиделась на меня. Я ее разочаровал, видите ли. Аслан, вы меня разочаровали. Не русские все национальности фашисты. Не русские фашисты, а жидо-иудеи фашисты, захватившие власть в Кремле. Мне здесь больше делать нечего. Причем пишет она не очень грамотно, русская. Больше делать нечего. Как мерзко ты относишься к русскому народу. Пора знать. Пора знать, да. И я вам скажу, что я имею в виду русских в политическом смысле этого слова. В русскость входят и чеченцы, так называемые кадыровцы, там, ямадаевцы и другие. Также и дагестанцы и другие народы, которые имеются, которые империалисты. Поэтому, а если вам пора, то пора. Давайте, пока. Осман Ататюрк. Асан, считаешь ли ты себя примером подражания для чеченской молодежи? Я об этом не думал, если честно. Я об этом не думал. Примером подражания я не считаю себя, наверное. Я не считаю, потому что я не самый лучший пример для подражания. Ибрагим Алхан, Аслан, по-твоему, нам, чеченцам, подойдет парламентская или президентская республика? Хороший вопрос, Ибраим, я тебе скажу. Я считаю, что все-таки у нас пока, как по Конституции, должна остаться президентская республика. Тем более у нас, у президента, не так уж много и полномочий, как вот если это брать по сравнению там той же России. Ну, Россия, конечно, это вообще очень плохой пример, потому что там президенты неограниченный. Это царь, а не президент. Ну, я считаю, что у нас, у президента полномочия ограничены. И парламент играет очень важную роль, очень значительно такую, заметную роль играет. Я считаю, что пока как есть нужно оставлять. А так я против того, чтобы президенту давать большие полномочия. Вот просто категорически. Потому что, ну, что ни говори, человек, он не идеален, и разные люди добираются до вершин власти. Хотя, по крайней мере, пока какие были, у нас были идеальные, реально идеальные люди были, которые стали нашими президентами, которые отдали свои жизни. Но это был военный период времени. В мирное время, да, в военный период времени очень трудно разным проходимцам и аферистам добраться до власти, до вершин власти. Так как нужно там жертвовать жизнью там, и так далее, и так далее. А в мирное время, да, пройдет 20 лет, 30 лет мирного времени, и появится какой-нибудь проныра, и скажет, что давайте я буду теперь президентом, обманет всех и
станет президентом. Вот в таком случае, конечно, его полномочия должны будут быть ограничены. Я за то, чтобы президент строго... Помните, было такое видео, где Масхадова вызвали в суд, и на суде там истец, по-моему, Басаев, еще кто-то, а ответчиком выступал президент. И Масхадов говорит на чеченском языке, он говорит, я бы многое отдал, чтобы вот этого процесса не было. С одной стороны, да, ему неприятно, это его соратники, это его товарищи, ну просто огонь и воду прошедшие люди вызывают его в суд. С другой стороны, это был прецедент. И это очень хороший прецедент. Как бы ДЛД Албойль, еще больше ДЛД Албойль, при всем при этом это был прецедентище. И этот прецедент мы обязательно сохраним. И любой президент может быть вызван в суд. Особенно, ну, не по, конечно, по любому поводу его будут там вызывать. По каким-нибудь тяжким преступлениям, если там есть подозрение. Я не помню, в чем там они подозревали. Что там сговор с Россией, по-моему, там они. Очень тяжко, да, это получается так было. И, конечно, это было оскорбительно для Масхадова. Ну, велась пропаганда, очень сильно велась пропаганда. Очень доверенные люди шептали что-то на ушко Масхадову, очень доверенные люди шептали на ушко Басаеву. И вот этот бардак шел. И сейчас он продолжается. И еще стоит заметить, что в этих делах, вот в этих политических делах, очень много реальных проходимцев, которым плевать на все, кроме вот захвата власти там, или мнимой власти. Поэтому нужно быть внимательным во всем. Кропер. Только западный ветер поможет чеченцам освободиться от русского ига. И вся эта религиозная риторика нужно оставить и бороться за право на свободу по международному признанному праву. Ася Just Russian. Людей в ямах, как рабов, держали тоже спецслужбы России. Ася, я вас уверяю, именно только русские и держали в ямах. Я в первый раз, чеченец, услышал от ваших русских пропагандонов слово «зиндан». Причем мне эти русские пропагандоны по телевизору объяснили, что слово «зиндан» это сажание в яму, это древняя чеченская традиция. А те, кто приезжал к нам воевать туда, да, оккупанты, русские фашисты, так вот, они и держали в ямах, и называли эти ямы зинданами. Я до сих пор не знаю, чье это слово, откуда оно взялось. Но я услышал от русских фашистов это слово по русскому фашистскому телевидению. Понимаете? Конечно же. И трупами торговали. Ваши. И людей в заложники брали. Ваши. Убивали женщин, детей. Ваши. Расстреливали младенцев, грудных младенцев расстреливали, лежащих в кроватках. Ваши. Видео есть. Одно, по крайней мере, я видел видео. Как они расстреливают расстрелянных женщин, детей. Вашими фашистами. Вы что нам рассказываете? Вы бессовестные люди, между прочим. У вас хватает совести еще что-то говорить. Прийти на наш канал и еще рассказывать спецслужбы. Ваши спецслужбы, Ася, убили миллионы ваших же граждан. Ваши спецслужбы. Это НКВД, КГБ, ФСК и ФСБ. Понимаете? Вам вообще рот в приличном обществе, заикаясь о своих спецслужбах, открывать вообще не рекомендуется. Опозоритесь просто напрочь. Понимаете? Вы о чем говорите? Вы убили 300 тысяч наших граждан в ямах. Знаете, у нас был такой имам Шамиль. Он говорил, он был дагестанец, сам по национальности, аварец. Он говорил, у вас, у чеченцев, нету ямы, куда вы бросаете преступников, и нет пьедестала, на который вы возносите своих героев. У нас не было никогда ни ям, тюрем, то есть, никаких сословий, ни рабов и так далее.
И самым большим наказанием для чеченского общества, в чеченском обществе для чеченца, было изгнание его из этого свободного, благородного общества. Вот понимаете, за кровь, за убийство каралось убийством, око за око, принцип Талиона, если вы помните. И за другие какие-то проступки человек изгонялся из чеченского общества. Это было максимальное наказание для чеченцев. Ну, не считая кровную месть за убийство там и так далее, и так далее. Так что вы не по адресу обращаетесь. И именно ваши солдаты, какие солдаты? Ваши офицеры, ваши спецслужбы брали мирных людей, убивали их и за деньги продавали матерям их тела. А мы ваших солдат, отдавали ваших солдат, наши люди, наши военные, отдавали ваших солдат только лишь за то, что ваша мама пришла и попросила: отдайте этого преступника, который пришел вас убивать. Приезжали, вот ходили с нашими мамами, с чеченками, ходили по командирам, искали своих сыновей и отдавали. В конце концов, Аслан Масхадов, тогда начальник генштаба, поднял такой хай, и строго-настрого запретил отдавать кого-либо. Потому что наших мирных вы захватываете, переламываете их, а ваших военных оккупантов мы домой к себе приводим, кормим, одеваем, обуваем там и так далее. Это тоже такие видео есть на Associated Press, можете посмотреть тут в Ютубе. Оккупантов, пленных. И мать, женщина, старушка, когда этого русского уже отдают, она говорит: я к нему как к сыну уже привыкла, привязалась-то, вот этот, туда-сюда. Так что вам при личном обществе лучше молчать. Just Russian. Так, Жанна Северова. Улица имени Джохара Дудаева, Ивано-Франковский. Украина с вами, а Навальный скользкий тип. Крым не бутерброд. Дякую, дякую. Дамадах, адит, дамаях. Джохар Дудаев, это я тебе. Так, леди, Аслан, не просто чистокровный, но и особой породы чечен, не породистый. Так, Аслан, считаешь ли ты себя примером? Так, блин, что такое? Почему повторяется? Так. Ибрагим Шишаник, красавчик Аслан, до сих пор продолжают делать того же, как и раньше. Убивают, насилуют, калечат, сажают. Меня лично обвиняли по 105 часть 2, 162 4, но оправдали через год, потом повесили 222 и 317. Ну, нормально тебе. Дал Эзербаля Вальхуль Ибраим. Убийство, разбой, потом переквалифицировали на хранение, да, оружия. Нормально. И 317-ю тебе впаяли. Да, Лазербаля Вальхуль. Да я знаю, что за система в России творится. У меня был один русский молодой парень, он за грабеж загремел в Москве. И его как-то вывели, у нас был суд, и его вывели, и мы с ним общаемся. Я говорю: ну как ты себя чувствуешь? Он говорит: очень хорошо. Я говорю: не понял, как ты загремел? Он говорит: я очень рад, что я не кавказец. Говорит. Это он кавказцу, адвокату говорит. Я говорю: что ты имеешь в виду? Как это ты рад? Я уже готов был вступить в полемику. Он говорит: знаешь, как у нас тут говорят? Я сейчас точно не помню эту присказку. Он говорит: если ты Магомед, то получи на 5 лет больше, короче. Если вы кавказец, то вы автоматически получаете больше срок. И от следователя, который вас оформляет и дело отдает в суд, и от судьи. Ясно, да? Вот такая вот ситуация в России. А то, что убивают в Чечне, в суде,
ой, в тюрьмах в российских концлагерях. Это тоже известный факт. Так, Евгений 999. Аслан, этот тролль-провокатор недостоин того времени, что ты ему посвящаешь. Ну, это наоборот, очень хорошо, что есть такие люди, которым можно вот так возразить. Да, конечно, нужно ставить на место и нужно доносить позицию. Пускай понимают. Много есть адекватных русских, это факт. Да, и то мое ссылка на русский, когда я говорю, русские захватили, русские сделали, я в это вкладываю политический смысл, а не этнический смысл этих русских. И у меня есть друзья в Москве, да, разных национальностей, в том числе и русских. И я видел от многих, ну не многих, но от некоторых только хорошее в свою сторону, да. При всем при этом они также подвергались пропаганде, также их дурили. И еще знаете такой момент, если вы поддерживаете кавказца, тем более чеченца, то вы в русской среде приравниваетесь к предателю. Да, вы становитесь просто из-за того, что вы там поддерживаете, да, все, вы предатель. Так. Антирашизм. Асан, что ты думаешь по поводу депортации чеченцев из Европы в Россию на фоне государственного теракта в Европе и того, что Россия окончательно превратилась в тоталитарное государство? Я думаю, антирашизм, я думаю по этому поводу, что, во-первых, сама постановка вопроса о депортации в нашем положении, это ненормально. Это просто, ну, говорить о каких-то правах человека, защищать и выдавать, ну, говорить о правах и реально строить свое государство там, правовое, основываясь на правах людей, правах человека, и отдавать чеченцев в пасть людоедов, мне кажется, этим просто все сказано. И еще есть такой момент. Отсюда, с Европы, выдают той же, с этой же Германии, с Австрии, с Бельгии. Ну, с Бельгии я не помню, чтобы кого-то выдавали, с Франции. Выдают людей. Среди них есть, конечно, кадыровцы, так называемые кадыровцы. И я не против, чтобы их выдавали и отправляли в Россию. Все, кто ходит так, там, всех туда, короче, в Россию. Я за то, чтобы их выдворяли отсюда. Но по большей части-то выдворяют не кадыровцев, а выдворяют простых людей, которые не знают толком, как защитить свои права или халатно относятся к защите своих прав. И вот смотрите, молодой человек, 20 лет, 25 лет, и совершил какое-то правонарушение. Здесь в Германии, если вам дали год даже условного срока за какое-то правонарушение, преступление, вас имеют право депортировать. Даже если у вас есть политический статус, лишите этого статуса и отправить обратно. Туда, откуда вы приехали. И, допустим, молодой человек, там, 20 лет, который там лет с 15 или с 16, с 14 находится тут, ходил здесь в школу, или с 10 лет он находится, некоторые люди по 10 лет не могут получить статус политического, статус беженца. Человек владеет языком, немецким, допустим. Этого человека отправляют в Россию. Он попадает во временно оккупированную Ичкерию. Там его, как человека, которого оттуда депортировали, особенно если он где-то там писал про религиозную тематику, и он засветился у них, эти выдергивают и говорят, иди сюда. И ему делают предложение. Ты будешь работать на нас, или мы тебя посадим.
или там что-то плохо про Кадырова, допустим, он говорил, или про Путина, там, засветился где-то на митинге, где-то писал что-то как-то. И вот ему говорят, если ты не будешь сейчас работать, мы тебя депортируем. И а что ему нужно делать, допустим, он спрашивает. Ему говорят, садись за компьютер и пиши комментарий. И вот он пишет. И вот эти люди, которых здесь в Европе обучили языку, там, грамматике, которые умеют писать, говорить на иностранном языке, эти люди себе на вооружение будут ставить кадыровцы. Русские. Нет никаких кадыровцев. Кадыровцы это одна из банд. Есть банда ГРУ, Чеченской Республики, банда ФСБ, есть банда кадыровцы, которая подчиняется Путину. Вот эта банда, одна из банд, берет этого человека к себе и заставляет его писать разные провокации, писать разные там вещи, где-то кого-то вербовать, где-то кого-то что-то делать. Короче говоря, этот человек, обученный здесь в Европе, будет у них ими использован. Конечно, я категорически против отношусь. И в первую очередь это очень вредно для самой Европы. Не говоря уже о том, что вообще вопрос стоять о выдаче чеченцев в Европу и в Россию не может в принципе. Вообще. Но это, конечно, наше попустительство. Вот нас всех это попустительство. Что вот мы дошли до такого состояния. Здесь люди приезжают, получают статус беженца, все как у них, все нормально, им здесь дают жилье, им здесь дают там какое-то минимальное пособие, детей устраивают в школу, институт, там, куда угодно. И они потом говорят, да, мы россияне. Да какой же ты Россия? Тогда какого, спрашивается, ты просишь убежища? Какого ты просишь убежища, если ты россиянин? У тебя все отлично, дуй в Россию. В этом плане антирашизм, это очень, мы это обсуждали много раз, говорили, вот в эфирах я у себя говорил, это как бы, это сложная тема и не такая, не легкая тема, она не простая тема, очень сложная тема, потому что все перемешалось в доме Облонских, Обломовых. Аслан Керимов, им же как сейчас говорят и показывают, они верят, что им говорят и показывают. Да? Резван, Аслан, ты можешь мне помочь подать в суд? К большому сожалению, нет. Если этим заниматься, это не так, что вот я как-то поверхностно. Это надо погружаться в это дело. Это дело надо изучить. Это очень сложно. Если ты прошел все инстанции в России, то, кстати говоря, там, по-моему, с 2000 года, то есть с 98 года только Россия ратифицировала, или с 2000-го. Поэтому, если преступление против тебя произошло до этого срока, опять же, не принимается. Поэтому тебе нужно консультироваться именно с адвокатом, который, там большой объем работы. Поэтому я тебе в этом, тем более сейчас в моем положении, помочь не могу. Яхмобиль. Буренок Барни, есть такое в России, что есть кавказец, по мелочи получает большой срок, да? Маждада Асан, спасибо европейским шариатским странам за то, что они дали нам убежище от русского Маждада. Европейские шариатские, да, звучит. Хожа Хашбека, Асан, Межиев и Саратов, эти два ублюдка непосредственно повинны во многих смертях и загубленных судеб. Салах покрывает убийство с религиозно-политической стороны, Ахеда социально-политической. Не здесь пиши, Хожа, пиши под тем видео, оно у меня здесь на канале, несколько дней назад был стрим, под этим видео пиши. А так, Межиев, конечно, про Саратову я не могу пока ничего сказать, но, хотя, конечно, она занимается легитимизацией режима Кадырова, русского режима, банды Кадырова, поэтому это такой будет сложный вопрос, ее туда включить. Алекса Аслан, лично меня похитили около 12 часов ночи и требовали деньги за меня у моих родственников.
пытки были очень жестокими, говорит Алекса. Да, Алекс, и ты не один, да, тебя ночью похитили, днем на постах открыто похищали, да, было есть. Так, так, 1,5 часа уже есть, уже больше даже. Так, друзья, мне кажется, пора уже заканчивать. Вы, наверное, от меня уже устали. Антирашизм. С 31-го готовят депортацию чеченцев, а 30-го в Австрии в 6 часов проходит очень большой митинг совместно с австрийскими правозащитными организациями против депортации чеченцев из Австрии и стран Европы. 31 декабря, да? На Новый год подарок такой. А вы им покажите, как на Новый год русские кости нам прислали из Моздокской или из Ростовской судмедлаборатории. Они нам прислали пакеты на Новый год, когда. Вот, покажите им, русские нам на Новый год дают кости, а австрийцы на Новый год русским отдают пока еще живых чеченцев. Да? Исаак Шмулевич, так у нас появился. Вместо денежных контрибуций от России надо взять 2-3 региона России. Например, Астрахань, Ростов, Волгоград в пользу Ичкерии. Я думал, ты сейчас скажешь, как украинцы, по 2 раба. Помните, как троллили украинские блогеры? Нам по 2 раба обещали. Так. Секрет Трумпетер. Астан, жаль, что у вас нет канала в Телеграме, там удобнее общаться. Секрет Трумпетер. Телеграм является ФСБшной программой. И ее прослушивают 100% российские. Это является вообще детище российских спецслужб. Поэтому никогда у меня ничего, и вам советую, ничего связанного с российской, с спецслужбами, с российскими какими-то там этими у меня никогда не будет. И я это многократно говорю, многократно всех призываю, не пользуйтесь ни Яндексом, не пользуйтесь никакими русскими, российскими вот этими программами, любыми вообще, что бы это ни было. Просто категорически нельзя. Никакие Одноклассники, никакие ВКонтакте, никакие Телеграммы, никакие Яндексы, ну, и так далее, и так далее. Где рус? Причем они еще пытаются шифроваться под видом иностранных, они свои какие-то там программы делают. Так что я вообще даже раньше, сейчас-то я на письма не отвечаю пока вообще. С Mail.ru, если мне кто-то пишет, я даже не открываю это письмо. Поэтому категорически, строго-настрого, ни в коем случае не пользуйтесь. Огромное количество людей уже посажено. Вас выявлять будут, кто пользуется Телеграмом. Вы просто скачаете себе вот это приложение Телеграм. Все, в вашем телефоне уже есть вирус, шпион, который может спокойно пользоваться всеми необходимыми в вашем телефоне. Вы же доступ предоставляете, доступ к контактам, доступ там фото, видео там и так далее, когда вы устанавливаете программу. Все. Также вас могут слушать и так далее. Другие, какие эти есть программы, им не подконтрольны. Да, возможно, вас американское какое-нибудь АНБ может будет прослушивать, да, но от АНБ, от других, это, по крайней мере, непреступные организации. У нас никаких секретов нет. Мы не совершаем никаких преступлений. А вот от ФСБшных, да, это угроза. Поэтому всем категорически, просто еще раз напоминаю, ни в коем случае не скачивайте ни Telegram, не пользуйтесь
Нет, уходите оттуда. Все, оставьте это. Они очень долго пытались этот телеграм раскрутить. Очень много наших парней пострадало, погибло, пользуясь вот этими разными русскими приложениями. Ни в коем случае, категорически, еще раз. И на этом наш эфир сегодняшний подошел к концу. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И как обычно, все будет Ичкерия. Адикёль, маш оль. До свидания. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум.